Ребята, встаньте, пожалуйста, вокруг этих столиков, и мы с вами начнем наш разговор о Великой Отечественной войне. Подходите поближе. Так, ребята, давайте начнем. Кто мне скажет, когда началась Великая Отечественная война? В 1941 году. Да, в 1941 году фашистская Германия и ее союзники напали на Советский Союз. Так раньше называлась наша страна, наша с вами Родина. Произошло это 22 июня 1941 года. И, конечно же, в этот день руководитель страны, Советского Союза, издал обращение к народу, которое с помощью Вячеслава Молотова, тогдашнего его ближайшего помощника, вышло как раз через радио, через печать, и все граждане Советского Союза смогли узнать в тот же день, что фашистская Германия напала на нашу страну. И, конечно же, все население, не только мужское, но и женское, мужчины, женщины, дети, пожелали отправиться на фронт, чтобы защищать нашу страну. И по каким повесткам они узнавали, что им можно пойти на фронт. Вот так вот выглядели повестки, которые присылали практически в каждый дом, где проживал военнообязанный, то есть юноша, начиная с 18-летнего возраста. Да? Давайте я вам прочитаю. Подобные повестки приходили к нам в Удмуртию, например, в Ижевск. Военнообязанному запаса товарищу Караваеву, проживающему по улице Кирова, дом 3, квартира 5 в Ижевске. Повестка. Приказываю вам 23 июня к 6 часам утра явиться в помещение городского военкомата. За неявку в указанный срок вы будете привлечены к ответственности по Уголовному кодексу Советского Союза. И подпись «Городской военкомат». Ребята, можно почитать. Надо вам сказать, что действительно наказание за уклонение от воинской службы, тем более в год Великой Отечественной войны, такой тяжелый момент для всей страны, было очень суровым, вплоть до расстрела, вплоть до смертной казни. И таким же тяжелым было наказание за так называемое дезертирство, то есть добровольный уход без приказа из рядов своей воинской части. Такое, к сожалению, тоже было не раз. Теперь, ребята, давайте рассмотрим, что нужно было бойцу, рядовому бойцу Красной Армии, призывнику, которого только что призвали на фронт на борьбу с немецко-фашистскими захватчиками. А вот, как видите, у нас здесь есть вещевой мешок. Вот вы, ребята, сейчас носите рюкзачки, да? А вот солдаты Красной Армии носили вот такие вещевые мешки у себя за спиной. Давайте откроем вот, и посмотрим, что там есть внутри. Можно все достать. На войну ходил солдат, вот это собрали. Котелок, да. Ребята, давайте немножко пару шагов в сторону сделаем, хорошо? Чтобы нашему оператору было видно. Вот смотрите, ребята, у нас здесь есть, в принципе, самые необходимые вещи для походной полевой жизни. Да? Обычно, когда присылалась повестка в дом призывнику, на обратной стороне был список необходимых вещей, которые нужно было взять с собой на фронт. Здесь мы видим, например, походный котелок для приготовления пищи на костре. Например, кашу можно было или суп в нем варить. Здесь же, смотрите, у нас есть алюминиевая кружка, то есть у каждого бойца была такая своя кружка, личная, да? Обычно даже на ней выгравировались имя и фамилия бойца, каким-нибудь острым предметом, например, ножом или даже штыком. Есть у нас здесь и тоже алюминиевая фляжка. Вот посмотрите, ребята, здесь же у нас вот остались инициалы бойца, который ее использовал на фронте. Вот в таких фляжках обычно хранили воду или знаменитые наркомовские 100 грамм, которые выдавали всем бойцам перед уходом в атаку. И здесь же, посмотрите, ребята, у нас есть кисет, в котором что написано? Привет из Ижевска. Вот такие кисеты, в которых можно было хранить, например, чай, заварку, табак и другие сыпучие продукты, они обычно вышивались руками женщин, детей и присылались из тыла на фронт в качестве подарков бойцам Красной Армии. И наши дети, удмуртские дети, тоже шили такие вот кисеты и отправляли своим родным на фронт. Ну и, конечно же, помимо этого, они шили теплые вещи, например, носки, варежки, шапки, и тоже отправляли на фронт для того, чтобы бойцы Красной Армии зимой не мерзли вокруг. Что у нас здесь есть еще? Есть у нас, конечно же, пилотка с
знаменитой красноармейской звездочкой, которая была введена еще в 1918 году, ровно 100 лет тому назад. Вот посмотрите, ребята, что на звездочке изображено. Серп и молот, да. Это символ Советского Союза, который присутствует и на нашем государственном флаге. Всегда наша страна называлась Советским Союзом. Теперь, ребята, я вас попрошу помочь мне сложить все обратно в вещевой мешок. Надо также положите, ребята, как будто вы солдаты собираете. Конечно, смотрите, у нас еще есть портянки, ребята, да? Как вы думаете, для чего нужны вот такие вот тканевые кусочки, называющиеся портянками? Если будет рано, тогда можно заложить. Ты думаешь, они вместо бинтов использовались, да? На самом деле, ребята, портянки – это замена носкам. То есть солдаты у нас раньше ходили в тяжелых кирзовых сапогах, и чтобы ноги не стереть в кровь, не получить мозоли, нужно было очень туго замотать ступни вот этими портянками, и только потом надевать сапоги. Ну вот, надо сказать, что солдат не был солдатом, если бы он не умел в мастерстве, не владел мастерством завязывать сам себе портянки. Ну и помогать, конечно, в этом пополнении, молодому пополнению. Давайте положим обратно. И теперь нужно завязать, правильно завязать вещевой мешок. Смотрите, ребята, у него есть одна длинная лямка, которой нужно завязать раструб, узелок. Так, чтобы остались две коротенькие лямочки. И теперь можно надеть. Кто хочет попробовать? Завязал, давай попробуем. Нормально надеть, как и два плеча. Собрали солдат. Вот теперь у нас есть собственный маленький красноармеец, с которым мы можем отправиться дальше изучать историю Великой Отечественной войны. Так, ребята, давайте продолжим. И сейчас поговорим мы с вами о Сталинградской битве, которая началась когда, вы знаете? В 1942 году, летом 17 июля, началось это величайшее сражение не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны. Ребята, попрошу вас подойти ко мне. И сейчас мы с вами немножечко поговорим о Сталинградской битве. В этом году ей исполнилось 75 лет нашей победы. Сталинградская битва была самым кровопролитным, самым ожесточенным и, пожалуй, самым продолжительным сражением Великой Отечественной войны. Продолжалась она 200 дней и ночей, то есть более чем полгода. Началась она в июле 1942 года, а закончилась в феврале 1943. И вот, ребята, посмотрите, пожалуйста, здесь, в этом уголке, мы попытались изобразить интерьер блиндажа. Видите, укрепление, походно-полевое укрепление из досок, из дерева, укрытое сверху маскировочным приспособлением, да, листьями, мхом, ветками и маскировочной сеткой. Такие же укрепления присутствовали на полях сражений Великой Отечественной войны. Их использовали как немецкие солдаты и офицеры, так и наши, в том числе это команда. И вот, ребята, такие же блиндажи были в городе Сталинграде. Посмотрите, пожалуйста, ребята, на эту фотографию. Здесь изображен город Сталинград осенью 1942 года, когда немецко-фашистские войска, которые были хорошо вооружены и многочисленны, их было более 400 тысяч человек, у них была и артиллерия, и танки, и самолеты. Когда они вторглись в Сталинград и попытались его штурмовать, город превратился вот в такие вот развалины. Раньше это были мирные дома, в которых жили люди. После налета очень широкомасштабного, очень жестокого авианалета, который произошел в августе 1942 года, город практически полностью превратился в груду дымящихся и горящих развалин, вот таких вот кирпичных и деревянных развалин. За один день авианалета погибло более 40 тысяч
мирных жителей, которые жили в Сталинграде. К сожалению, они не успели эвакуироваться из города, такого приказа не было. Для того, чтобы защитить Сталинград, для того, чтобы отбросить немцев от города, Иосиф Виссарионович Сталин, верховный главнокомандующий войсками Советского Союза, специально издал приказ, который мы с вами видим вот здесь вот на стене. Приказ называется номер 227, или по-другому «Ни шагу назад». Он вышел как раз накануне Сталинградской битвы 28 июля 1942 года. Вот. Ребята, можете прочитать его, а я вам сейчас кратко пока изложу, в чем он состоял. По примеру фашистской Германии, Сталин решил создать так называемые штрафные соединения, роты и батальоны, в которые попадали провинившиеся солдаты, офицеры, и должны были они в этих батальонах кровью искупить свою вину перед Родиной. Их перебрасывали на самые опасные участки фронта, то же самое было и под Сталинградом, и они своей грудью защищали подступы к городу. И, конечно же, закрывали собой части Красной Армии, которые стояли за их спиной. И вот, ребята, смотрите, пожалуйста, на карте изображен город Сталинград. Он находится до сих пор на реке Волга, он протянулся до реки Волги, но сейчас он носит другое название, он называется город Волгоград. Тогда же, в Великую Отечественную войну, он не случайно стал одним из последних оплотов нашей Родины, не случайно он стал твердыней на реке Волге. Он носил фамилию Сталина, нашего верховного главнокомандующего и, собственно, руководителя и партии, и главы государства. Не случайно. Город действительно был последним рубежом к южным районам Советского Союза и к Кавказским горам, которые Гитлер и все руководство фашистской Германии очень сильно стремились захватить. Чтобы не допустить этого, наши войска развернули очень глубокую, хорошо организованную оборону прямо внутри города. Смотрите, ребята, практически каждый из этих маленьких домиков, которые мы видим на карте, превратился в крепость. И эти крепости использовались для того, чтобы отбивать атаки фашистских войск. Самая знаменитая крепость, конечно же, называется домом сержанта Павлова. Почему он так называется? Потому что этот единственный дом, который уцелел после фашистских бомбежек, был занят штурмовой группой советских войск. Сержант Павлов и лейтенант Афанасьев были командующие этой группой. И эта небольшая штурмовая группа целых 3 месяца, практически 2 месяца, 58 дней удерживала дом от атак фашистско-немецких войск. Это было на самом деле очень тяжело, потому что, как видим по фотографиям, да, дома были не приспособлены к обороне, они представляли собой практически горстку развалин с такими зияющими проломами, пробоинами окон, и держать оборону было очень сложно. Но у наших солдат была своя хитрость. Они прорывали траншеи, подземные траншеи, окопы и соединяли дома между собой. Таким образом, они могли помогать друг другу, держать связь между домами и просто перекидывать солдат с места на место в случае необходимости, пополнить боеприпасы и так далее. Вот именно таким образом между собой координировались части Красной Армии в Сталинграде. А сейчас я вам, ребята, хотел бы рассказать поподробнее о том, кто же руководил нашими войсками в Сталинградской битве. Если мы с вами сейчас посмотрим на эти фотографии, видите, ребята, хорошо фотографии на стене, да? Здесь изображены маршалы Советского Союза, военачальники, советские военачальники в эпоху Великой Отечественной войны. В Сталинграде нашими войсками 62-й армии руководил Василий Иванович Чуйков, легендарный полководец и будущий маршал Советского Союза. На фотографии он изображен крайним слева. Этот полководец лично своим примером руководил войсками в городе Сталинград, лично присутствовал на переднем плане края боевых действий, не раз подвергалась его жизнь опасности, несмотря на то, что он принадлежал к высшему командному составу, он был генерал-лейтенантом по должности, по званию. И он лично своим примером вдохновлял солдат на поле боя. Он придумал очень интересную тактику, чтобы мы выиграли в городских боях Сталинграда. Он максимально придвинул нашу линию обороны к немецкой, и таким образом немцы уже не могли в открытую использовать артиллерию, танки и самолеты, чтобы не нанести вред своим врагам. Вот именно его прозвали генерал Штурм за то, что он впервые использовал тактику боя в городских условиях. Наши войска в Сталинграде вели бои за каждую квартиру, за каждый дом и за каждый этаж. И таким образом они смогли вытеснить врага из Сталинграда. У нас в музее есть
интересная очень шинель, вот она перед вами. Это шинель маршала Советского Союза Василия Ивановича Чуйкова, послевоенного образца. Он ее носил уже после победы в Великой Отечественной войне. А во время Великой Отечественной войны, как я вам уже сказал, он носил звание генерал-лейтенанта. И он единственный из всех представленных здесь военачальников стал дважды героем Советского Союза. Вот, посмотрите, пожалуйста, ребят, я вам сейчас покажу. У него на форме присутствуют 2 звезды. Вот я их сейчас подсвечу. 2 звезды Героя Советского Союза. Если мы с вами посмотрим на другие портреты, здесь у нас висят тоже очень знаменитые военачальники, главнокомандующие как Красной армией, так и обороной в тылу. Вот, например, на средней фотографии маршал Советского Союза Дмитрий Федорович Устинов. Вам знакома эта фамилия? Дело в том, что наш город Ижевск в 80-е годы прошлого века несколько лет носил название Устинов по фамилии как раз вот этого военачальника. В годы Великой Отечественной войны он носил звание генерал-полковник, и он возглавлял наркомат, то есть министерство, иными словами говоря, по производству вооружений. И он лично занимался организацией оборонной промышленности у нас в Удмуртии, на Ижевском и Воткинском оборонных заводах в том числе. Уже после войны он стал наркомом обороны и носил, как видим, вот такую вот красивую тоже шинель маршала Советского Союза, вот, с погонами и парадным поясом. Вот эта форма тоже сохранилась у нас в музее до сих пор с тех самых послевоенных лет. Следующий военачальник, о котором я хотел бы вам рассказать, это, конечно, единственный маршал авиации, который является уроженцем нашей республики Удмуртии, это Федор Яковлевич Фалалеев. Вот он изображен на крайней фотографии справа. Несмотря на то, что он внес огромный вклад в победу в Великой Отечественной войне и в Сталинградской битве в том числе, он, к сожалению, не был достоин звания Героя Советского Союза. Но, тем не менее, как мы видим, у него есть множественные боевые медали, ордена, не только советские, но и иностранных государств, иностранных держав, союзниц Советского Союза в Великой Отечественной войне. Вот, например, посмотрите, ребята, я сейчас подсвечу награду. Вот этот крест, самый нижний, это крест Ордена Почетного Легиона. Это высшая военная награда Франции. Франция тогда, конечно, была нашей союзницей, и за организацию интернациональных соединений, воинских соединений, в частности, авиаполка Нормандия-Неман, Федор Яковлевич Фалалеев лично получил эту награду из рук президента Франции, маршала де Голля. Произошло это в 1944 году. Собственно, чем так отличился этот командующий в годы Сталинградской битвы? Он командовал войсками целого фронта, Юго-Западного фронта, и он лично руководил воздушными операциями нашего флота в ходе Сталинградской битвы. Уже после Сталинградской битвы, когда мы ее выиграли, это был 1943 год, он внес идею о создании международного интернационального соединения авиаполка Нормандия-Неман, который бы состоял из французских и советских летчиков-истребителей. И такой полк действительно был создан. Вот как раз благодаря Федору Яковлевичу Фалалееву во многом. Здесь, как мы видим, у нас представлена его шинель генеральского образца 1944 года, но с погонами маршала авиации. Вот посмотрите, пожалуйста, ребята. На каждом погоне изображена эмблема военно-воздушных сил Советского Союза, пропеллер и крылья. Вот такие вот погоны носили все военные летчики нашей страны в то время. Теперь, ребята, я вас попрошу снова подойти в центр нашего зала. Как я сказал, в годы Великой Отечественной войны верховным главнокомандующим военными силами Советского Союза был Иосиф Виссарионович Сталин. Я думаю, все вы слышали это имя, да? И вот после победы в Великой Отечественной войне, это произошло уже в июне 1945 года, правительство вынесло решение о присвоении Сталину за заслуги перед Отечеством, за заслуги в победе над фашистской Германией, хотели произвести его высшую воинскую должность, высшее воинское звание. Я сейчас попрошу вас, ребята, помочь мне, собственно, определиться с этим званием, как же оно звучало. Вот попробуйте соединить все кусочки пазлика.
Да, вот получилось правильно. У нас получилось слово генералиссимус. Это высшее военное звание в Советском Союзе, которое, однако, Сталин так и не принял. Он до конца жизни носил маршальскую форму и маршальские погоны. Вот посмотрите, пожалуйста, ребята, на портрете изображен как раз Иосиф Виссарионович Сталин в маршальских погонах. Эту форму он носил до самой своей смерти в 1953 году. Что любопытно, звезду Героя Советского Союза, которую ему тоже присвоили, он не носил по своему желанию, носил только звезду Героя соцтруда. Это была высшая награда за трудовое отличие в Советском Союзе. Теперь, ребята, давайте с вами поговорим немножко на другую тему, на тему военной медицины в годы Великой Отечественной войны. Я вас попрошу подойти. Вот это мы сделаем. Здесь, как мы с вами видим, мы пытались изобразить военно-полевой госпиталь или медсанбат, медсанчасть, как она проще называлась. Ребята, дело в том, что в годы Великой Отечественной войны очень важную роль играла военно-полевая медицина, хирургия, поскольку практически каждый четвертый из раненых и больных солдат был поставлен нашими военно-полевыми врачами, хирургами на ноги и снова смог отправиться в свою часть служить Родине. Ребята, давайте сделаем пару шагов назад, хорошо? Чтобы я мог вам показать. Вот, например, как выглядело убранство военно-полевого лазарета, военно-полевой части в годы Великой Отечественной войны. Здесь, как видим, у нас есть инструменты для проведения первых неотложных операций, для первой помощи, в том числе и хирургических. Есть у нас и перевязочные материалы, конечно же. Вот. Ну и, конечно, были носилки и в военно-полевых госпиталях, и в эвакуационных, которые находились в глубоком тылу. Вот так вот они выглядели. И вот такую вот форму носили военно-полевые врачи. В частности, вот эта форма принадлежала врачу военно-полевому по уроженке нашей республики, уроженке Удмуртии. Носила название капитана медслужбы, как мы видим по погонам. Специально для женщин в годы Великой Отечественной войны вот такая форма была введена. И на фотографии, ребята, если посмотрим, пригодимся, как раз мы можем увидеть, как на самом деле выглядело внутреннее убранство такой вот военно-полевой медицинской хирургической части. На лавочках лежали больные, раненые солдаты. За ними ухаживали военно-полевые медсестры, как видим, вот. Две из них изображены за работой. Одна ухаживает за бойцом, другая заполняет документы. Да, вот на дальней койке еще один боец лежит. Вот, как видим, одна медсестра ухаживает за раненым, а вторая заполняет документы. Нужно было надмерное Да, действительно. И вот обязательно нужно было учитывать каждого раненого бойца и командира, который поступил с поля боя. Для того, чтобы узнать, как его звали, какой части он принадлежал, обязательно нужно было вместе с ним вытащить его документы, хотя бы красноармейскую книжку. Кроме этого, медсестры должны были спасти и личное оружие бойца или командира, иначе спасение раненого им обычно не засчитывалось. И, конечно же, медсестры за спасение раненых получали такие же боевые награды, как и солдаты и офицеры Красной Армии. Я вам, ребята, хотел бы еще пару слов рассказать о том, как обстояло дело с военной медициной в нашей республике в Удмуртии. Если мы посмотрим на фотографии, то увидим лица знаменитых врачей, эвакуационных, полевых и тыловых хирургов, которые спасали жизни бойцам Красной Армии не только в тылу, но и на полях сражений Великой Отечественной войны. Дело в том, что Удмуртия, наша республика, стала центром эвакуационного медицинского движения. Сюда было направлено более 70 эвакуационных госпиталей. А в Ижевск, в частности, 20 таких госпиталей, они были распределены по обычным общеобразовательным школам, по таким же школам, в которых вы сейчас учитесь. Одна из школ стала госпиталем-приемником, из которого раненые бойцы передвигались, например, на повозках с лошадьми или на первых трамваях ижевских в другие школы. Там их лечили известные удмуртские хирурги. Вот, например, Николай Федорович Рупасов был военным хирургом, он защищал диссертации, работал он в Ижевском медицинском институте, который сейчас называется Ижевской медакадемией, и проводил он очень сложные операции. Его коллегой был Семен Иванович Ворончихин.
ведущий хирург Ижевских эвакуационных госпиталей в год Великой Отечественной войны. Он первым в Удмуртии провел операцию по удалению осколков, пуль, снарядов из сердца раненого бойца. Вот, посмотрите, пожалуйста, ребята, в этой витринке мы видим такие же осколки, останки пули, снарядов, извлеченные из тела раненого красноармейца. На тот момент это была уникальная передовая кардиохирургическая операция, и она спасла жизнь раненому бойцу на самом деле. Ребята, посмотрите, пожалуйста, на верхние снимки. Здесь мы видим уже военно-полевых хирургов, которые работают на полях сражений, в военно-полевых частях, медсанбатах. Например, вот в центре мы видим очень известную удмуртскую писательницу, поэтессу. Ее зовут Акелина Григорьевна Векшина. У нее есть, конечно же, и творческий псевдоним. Звучит он как Ашачи Аки. Она получила свою известность еще в 1920-е годы, когда впервые начала публиковаться на удмуртском языке. Но поскольку она имела специальность окулиста, в годы Великой Отечественной войны, в самый же первый день, она позвонила своему военкому села Алнаши, где она проживала всю жизнь, и попросила взять ее в Красную армию, военно-полевым хирургом. Он ответил ей: «Елена Григорьевна, но вы же обычный окулист». Она сказала: «Я переучусь, потому что я должна служить Родине». И так она уже на следующий день получила приглашение повестку в Красную армию и отправилась на фронт. Спасла она десятки тысяч жизней раненых бойцов и командир Красной армии, работая в военно-полевом лазарете в качестве обычного рядового хирурга. Несмотря на то, что она была известной на тот момент уже удмуртской писательницей и поэтессой. И был один очень любопытный случай. Во время проведения операции она увидела, что боец Красной армии умирает от потери крови. И она решила тут же перелить ему свою кровь, потому что группа крови совпадала. Как оказалось, она выяснила это по документам раненого бойца. И она приказала взять у себя 300 кубиков собственной крови и таким образом перелила кровь раненому бойцу и спасла ему жизнь. Но после этого она уже не могла держаться на ногах, потому что очень сильно ослабела от потери крови и уже не могла продолжать дальше операцию. Она вышла из военно-полевого медсанбата и практически не могла держаться на ногах, очень сильно шаталась. Ну и надо сказать, ребята, что такие вот подвиги совершали очень многие медсестры и врачи на полях сражений Великой Отечественной войны. Например, был еще один известный хирург Борис Николаевич Мультановский, под, собственно, чьим началом работала Акелина Векшина. Он тоже совершил такой подвиг, свою личную кровь отдал во время операции для спасения жизни раненого бойца. А уже после Великой Отечественной войны этот хирург стал министром здравоохранения Удмуртской республики, Удмуртской АССР. Ребята, вот если мы с вами присмотримся получше к этим предметам, то, собственно, увидим очень многие инструменты, которыми в годы Великой Отечественной войны пользовались наши местные хирурги, удмуртские хирурги для спасения жизни раненых бойцов. Вот, например, среди них были и нововведения, изобретения. Вот под циферкой 9, например, специальная горловая трубка была изобретена нашим местным врачом. Вот он на фотографии. Зовут его Иосиф Гайтфарб. Он придумал эту трубку для того, чтобы спасать бойцов, раненых в область шеи, в область горла, и проводить ее помощью операции прямо в полевых условиях. И таких изобретений в том числе было немало. Вот, например, такая вот маска для наркоза тоже является его изобретением, вот, под номером 7. Ребята, еще я вам хотел бы показать сейчас, собственно, какая форма одежды отличала военно-полевых медсестер от всех остальных военнослужащих Красной армии. Они носили вот такие вот косынки. Вот если посмотрим на фотографии, да, и врачи, женщины, и медсестры, все в белых халатах и вот таких вот косынках стоят. Кто-нибудь хочет попробовать? Хочешь? Попробуй. Ну вот, ребята, смотрите, у нас уже был красноармеец, теперь у нас есть юная медсестра. Надо вам, ребята, сказать, что в том числе и ребята вашего возраста, юные пионеры, девочки, мальчики тоже активно участвовали как раз в медицинском движении. Они собирали в Удмуртии лекарственные растения, травы
и заготавливали их, сушили, приносили в госпиталя для того, чтобы с их помощью лечить раненых бойцов, поскольку лекарств на тот момент было очень мало, был дефицит, ну так же, как и, в общем, всех других медицинских приспособлений, в том числе перевязочного материала. Не хватало даже простых бинтов, которые мы сейчас можем найти в любой аптеке в нашем городе. Спасибо. Ребята, я хочу вам задать вопрос. Как вы думаете, кем, помимо медсестер и военных врачей, служили женщины в годы Великой Отечественной войны? Какие военные специальности они еще осваивали? Ну, предположение, может быть, есть у вас? У нас есть военные летчики, у нас есть танкисты, у нас есть моряки. Как Может быть, еду переносили? Ну, обычно женщины работали на таких вот вспомогательных военных специальностях, например, связистки, да? Военно-полевые медсестры в том числе. Но очень часто они осваивали настоящие мужские профессии, например, становились военными летчиками, зенитчицами, танкистами и так далее. И вот сейчас я вам хотел бы рассказать о нашей знаменитой уроженке города Воткинска Нине Захаровне Ульяненко. Она как раз и стала одной из военных летчиц, бомбардировщиц в год Великой Отечественной войны. Пожалуйста, подойдите поближе вот сюда. Здесь у нас имеется раздел, который полностью посвящен Нине Захаровне Ульяненко и полку, авиационному полку, в котором она служила. Полк назывался 46-й Таманский. Вот, собственно, можно прочитать, вот здесь, как он назывался. Полк этот был краснознаменным и имел орден Суворова. Это была очень высокая награда. А кроме этого, очень многие девушки, которые служили в этом полку, не стали героями Советского Союза. И Нина Захаровна Ульяненко тоже. Вот она на фотографии уже в конце войны, в августе 1945 года, ей присвоили звание Героя Советского Союза. Вот ее звезда. Давайте я теперь немножко поподробнее вам расскажу об истории вот как раз женского авиационного движения в год Великой Отечественной войны. В конце 1941 года Иосиф Сталин подписал указ о создании женских авиационных подразделений. И в числе них был создан именно вот этот женский 46-й Таманский авиаполк. Он был полностью женским, в нем не было ни одного мужчины. Все женщины, и летчики, и штурманы, и связисты, и работники штаба, и в том числе снабженцы, которые привозили еду, привозили снаряды и вооружение, патроны, боеприпасы, все они были женщинами. И в том числе командир полка, которая изображена на фотографии, вот она, майор Евдокия Бершанская, она тоже была женщиной. И эти молодые девушки, которым было хотя бы 18-17 лет, самым старшим было 25 или чуть побольше, они прошли практически всю Великую Отечественную войну. Свои первые бои они начали в 1942 году в степях под городом Сталинградом, как раз накануне Великой Сталинградской битвы. Закончили они войну уже под Берлином в мае 1945 года, и они были командированы, в том числе для того, чтобы проходить парад Победы на Красной площади, который прошел 24 июня 1945 года. Нина Захаровна Ульяненко, она тоже прошла с авиаполком весь его большой и славный боевой путь, начиная с степей под Сталинградом и заканчивая уже Восточной Пруссией под Берлином. Она совершила более 900 боевых вылетов. Она вылетала на боевые вылеты на вот таком вот хрупком, деревянном, практически полностью фанерном самолете, который назывался У-2 или по-другому По-2, который был приспособлен для бомбометания исключительно в ночных условиях. И для того, чтобы эффективно пользоваться вот этим самолетом как оружием, нужно было совершить за ночь не менее 10 вылетов, что девушки успешно и делали. Но, к сожалению, конечно же, бывали и потери среди личного состава. Например, 1 августа 1943 года девушки в составе этого полка потеряли сразу 4 бомбардировщика. А 4 бомбардировщика – это сразу 8 человек, поскольку в каждом из них был летчик и был штурман. Мы видим, да? Летчица сидит в кабине спереди, а штурман в кабине сзади. И вот почему это произошло. Дело в том, что немцы очень сильно боялись наших ночных бомбардировщиц. Они даже прозвали их ночными ведьмами за их неожиданное появление над линией фронта, над своими окопами. И специально для того, чтобы их ловить и сбивать, они присылали из Германии опытных летчиков, истребителей, так называемых асов.
И вот именно такой немецкий ас на тяжелом истребителе избил ночью сразу 4 экипажа с девушками-бомбардировщицами. Но, ребята, я должен вам сказать, что после войны все погибшие летчицы этого полка были найдены и с почестями похоронены собственными однополчанами. Ну и, конечно же, способствовало этому и начальство, и командир, и комиссар Таманского полка. А Нина Захаровна Уленко стала после войны учительницей. Она закончила исторический факультет в городе Ижевске, получила педагогическое образование и работала с детьми, давала им уроки истории в Воткинске и в Ижевске. Умерла она в 2005 году уже в преклонном возрасте. И вот у нас, ребята, на выставке есть ее личные вещи и награды в том числе. Посмотрите, как много наград здесь. И послевоенных, юбилейных, которые вручались к памятным датам к окончанию Великой Отечественной войны. Есть в том числе и боевые награды, например, орден Ленина. И есть в том числе медаль, выпущенная в честь ее 50-летия. Действительно редкая награда, которая была создана вот именно для нее, для нашей героини. Она стала героем Советского Союза. Она была одной из 3 героинь у нас, которые были призваны из Удмуртии. Остальные девушки, к сожалению, погибли и стали героями Советского Союза посмертно. А Нине Захаровне Уленко посчастливилось пережить войну и дожить до глубокой старости. Теперь, ребята, я вас попрошу снова подойти сюда, к нашим столикам. Посмотрите, что у нас осталось. У нас есть такая вот специальная сумка, которую носили командир Красной Армии. Кто мне скажет, как она называется? Название, в принципе, для всех вас знакомо, она называется планшет. Да? Только сейчас мы называем планшетами компьютеры, да, портативные компьютеры, а раньше планшетами или полевыми сумками назывались вот такие вот кожаные специальные сумки, в которых командиры могли переносить, например, карты боевых действий, да, с топографическими отметками. Да, вот, например, такую карту можно было свернуть несколько частей и положить вот в этот целлулоидный прозрачный кармашек и рассматривать прямо через него, не вынимая из сумки. Еще в некоторых планшетах, здесь, к сожалению, нет, было отделение для письменных принадлежностей, для циркуля, для карандашей химических, которыми обычно раньше пользовались, вот, и для ручек. Так что, в принципе, можно даже сравнить с современным школьным пеналом. Посмотрите, ребята, у нас есть еще одна мозаика. Попробуйте собрать. Здесь у нас изображен кусочек карты боевых действий. Собственно, карта выбрана не случайно, поскольку в этом году мы также отмечаем 75 лет победе в Курском сражении, то эта карта изображает действия наших немецких войск в битве на Курской дуге. Так, вот что у нас получилось в итоге? А что написано? Наши? Прочитайте, что это? Середине. Прохоровка. Это название деревни, вокруг которой развернулось одно из крупнейших танковых сражений Великой Отечественной войны. Как раз вот эта деревня стала одним из центров битвы на Курской дуге. Ребята, давайте сейчас подойдем вот к разделу и поговорим с вами поподробнее о Курской битве, которой тоже посвящена наша выставка. Курская битва произошла уже летом 1943 года, после победы в Сталинградской битве, да,
после того, как немецкие войска капитулировали под Сталинградом 2 февраля 1943 года. И она ознаменовала собой уже окончательный разгром немецко-фашистских войск. Собственно, Сталинградская битва положила этому начало. Курская битва продолжалась 50 дней. Началась она 5 июля 1943 года, а закончилась она 23 августа 1943 года. И вот здесь у нас есть письмо участника Курской битвы, конечно же, танкиста. Я хотел бы вам его почитать. Пишет он вот что. Здравствуйте, дорогие родители. Сообщаю вам, что жив и здоров. Живу хорошо. С 5 по 15 июля 1943 года шли бои. Немец срывался на нашем участке фронта. 11 июля мне пришлось столкнуться вплотную с немецкими танками. И пришлось их расстреливать в упор. А фашист из танков обстреливал мою пушку. В моем расчете было 6 человек. Мы подпустили фашистские танки на близкое расстояние и начали бить по ним. Подбили 5 танков, из них 2 «Тигра», про которые Гитлер кричал, что они непобедимы, но оказалось, что они отлично горят. Вчера у нас был артиллерийский концерт, на нем кое-что про нас, про наши бои было сказано. До свидания, тятенька и мама, ваш сын Сергей. И есть в том числе и обратный адрес. Удмуртская республика, Наугинский район, деревня Русский Гой, Тионину Семену Ивановичу. И полевая почта. Ребята, можете поближе посмотреть, почитать. Теперь я вам расскажу о том, что же все-таки происходило на Курской битве. Скажу о том, что писал в письме наш воин. Курская битва развернулась на так называемом Курском плацдарме, на Курском выступе, вот, который мы сами видим на карте. Здесь изображена деревня Прохоровка, да, и стрелочками показано движение танковых войск немецко-фашистской армии. Это наши? Синие стрелочки – это немцы, немецкие танки, а красная – это, конечно же, наша Красная армия. И вот сражение под Прохоровкой, которое началось 12 июля, практически через несколько дней после начала Курской битвы, оно стало крупнейшим танковым сражением в истории Великой Отечественной войны. В нем участвовало около 1500 танков, как немецких, так и наших. И вот, ребята, в письме было сказано, что наши артиллеристы подпускали немецкие танки в упор и потом их расстреливали. Потому что, действительно, Гитлер ввел во время битвы на Курской дуге новые тяжелые фашистские танки «Тигр» и «Пантеру». И очень большие надежды на них возлагал. Однако эти надежды не оправдались. Эти танки успеха Гитлеру и фашистской Германии не принесли, и Курскую битву в итоге немецкие войска проиграли. Во многом благодаря героизму наших артиллеристов, летчиков и танкистов, которые зачастую с одними противотанковыми ружьями и слабенькими пушками, 45-ками, отбивали атаки тяжелых танков врага. Вот посмотрите, пожалуйста, ребята, на вот этом большом плакате, на фотографии у нас как раз изображен момент боя на Курской дуге. Вот как раз небольшая пушка, 45-ка, калибра 45 мм, из которой наши танкисты, наши артиллеристы уничтожали вражеские танки, в том числе тяжелые «Тигр» и «Пантеру». Теперь я вам хотел бы рассказать о том, как воевали наши земляки во время Курской битвы. Посмотрите, пожалуйста, на фотографии. Здесь у нас изображены герои Советского Союза. Слева артиллерист Кузьма Федорович Бисеров. Он стал героем Советского Союза посмертно в ходе битвы за Курск, в ходе битвы на Курской дуге. Он лично уничтожил из своей пушки 22 вражеских танка, а когда у него закончились снаряды к пушке, он взял винтовку и стал стрелять по вражеской пехоте. И когда он отражал очередную атаку фашистских войск, он героически погиб. Ему было всего лишь 20 лет. А другой уроженец Удмуртии, летчик-штурмовик, вот на фотографии справа, его звали Аркадий Черезов, Аркадий Степанович Черезов. Он тоже был молодым 20-летним юношей, и начал он войну в 1942 году, был призван на фронт. Когда началась битва на Курской дуге, он, конечно же, как и другие штурмовики, бомбил на своем самолете скопление вражеских войск, уничтожал вражеские танки. Но так получилось, что во время очередного боевого вылета бензобак его самолета был пробит вражеским зенитным снарядом, и самолет загорелся. И тогда Аркадий Черезов принял решение своим горящим самолетом протаранить колонну вражеских танков. Он это сделал и погиб, конечно же. И за этот подвиг он получил звание Героя Советского Союза посмертно. Ему тоже было всего 20 лет.
Ребята, я бы хотел вас спросить, вы когда-нибудь слышали о других мерах, о других случаях, о таких вот таранов воздушных или наземных, которые совершали наши летчики в Великой Отечественной войне? Слушай, там новости были, то, что какой-то самолет сгорел и по врагам. Не помню. Вот именно такое средство, как воздушный наземный таран, оно стало очень популярным среди летчиков Красной Армии, потому что зачастую они заканчивались патроны, и они все равно должны были уничтожить врага. Иногда наших летчиков подбивали, но они все равно хотели завершить задание, и даже ценой своей жизни уничтожить вражескую технику, вражеских солдат, выполнить задание. И, пожалуй, самым известным примером является капитан Николай Гастелло, который еще в начале войны, в 1941 году, совершил на своем горящем штурмовике огненный наземный таран. Протаранил колонну вражеских войск и бронетехники и погиб, стал героем Советского Союза посмертно. Вот его примеру в дальнейшем последовали очень многие наши военные летчики. Такие тараны совершили более 500 человек в годы Великой Отечественной войны. И вот те ребята, о которых я вам рассказал, наши уроженцы, наши земляки, они всего лишь единицы из тех случаев, которые нам до сих пор, к сожалению, может быть, все и неизвестны. Таких случаев было очень много. Здесь же, ребята, вот можете поближе рассмотреть, какое вооружение использовали и танкисты, и артиллеристы, и летчики в ходе Курской битвы, например. Здесь у нас вот сохранились до сих пор авиационные пулеметы и пушки различных калибров и систем. Вот это вот, например, авиационная пушка. Это авиационные пулеметы. А вот посмотрите, пожалуйста, ребята, здесь у нас присутствуют артиллерийские боеприпасы, снаряды и гильзы различных калибров. И в том числе у нас есть и элемент настоящего танка. Танка Т-34, основного среднего танка Красной Армии в годы Великой Отечественной войны. Как думаете, что это такое? Для чего это нужно было там? Да, это элемент гусеницы, вафельного трака, как по-другому называлось. С помощью гусениц танки и могли передвигаться не только по шоссе, по дороге, но и по пересеченной местности с хорошей скоростью. Вот как раз за счет таких вот гусениц. Ребята, давайте сейчас подойдем снова к нашему столику и подведем итог нашей экскурсии. И подведем итог нашему с вами разговору. Курская битва завершилась 23 августа 1943 года. Длилась она 50 дней. И в ходе этой битвы наши войска освободили сразу несколько городов. Это Курск, Белгород, Орел и Харьков. И вот как раз в честь освобождения таких городов, как Орел и Белгород, 5 августа 1943 года в Москве, в столице Советского Союза, прозвучал первый артиллерийский салют в честь победы наших войск. Нашим войскам салютовали пушки из гарнизона Московского Кремля. Ребята, вот здесь у нас не случайно, да, вот такие свечки есть. Мы хотели их зажечь в память о всех погибших в Великой Отечественной войны. Потому что и Сталинградская, и Курская битвы унесли жизни миллионы людей, не только военных, но и мирного населения. А Удмуртия, наша республика, в годы войны потеряла около 150 тысяч человек погибшими и пропавшими без вести. Вот. И сейчас я бы хотел, чтобы мы с вами эти свечки подержали, можно их взять. Давайте устроим минуту молчания в память о погибших солдатах Великой Отечественной войны. Ребята, я вот еще хотел спросить у вас, может быть, у вас есть знакомые, бабушки, дедушки, родственники, которые участвовали в Великой Отечественной войне? Кто-нибудь знает? У меня прабабушка рейс строила для поездов, чтобы люди уезжали там, где, как бы опасно. У меня дедушка в танке работал. Работал. А кем? Командиром. Командиром танка. Так, а еще? Кто-нибудь знает? Дедушка в войну работал. Он погиб на фронте, да? Так, еще кто-нибудь знает?
У меня дедушка работал моряком, и он выжил. Так. А у тебя? Ну, дедушка сторожа делал, там танки создавал. Он работал на оборонном заводе, да? Да. А где был этот завод? Мы сожгли только тот. У меня дедушка перевозил снаряды с проделкой. Он был военным водителем, грузовик со снарядами. Вот мой дедушка, он тоже, прадедушка, служил на фронте, обычным рядовым бойцом. Вот, и, к сожалению, он погиб. Весной 1942 года он подорвался на мине, вот, и в нашу семью пришла похоронка, известие о его смерти. Вот и такие похоронки приходили во многие семьи, потому что погибших было очень много. Вот. По меньшей мере мы знаем на сегодняшний день, что было 27 миллионов погибших в Великой Отечественной войне. Ребята, если у вас есть вопросы по нашей экскурсии, по выставке, если что-то было непонятно, то задавайте, пожалуйста. И, в принципе, сейчас вы можете пройтись свободно, посмотреть в нашу выставку.